Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что собрались сегодня с нами здесь. Поблагодарим эту группу барабанщиков «5Т» под руководством народных артистов РСТЯ Клавдии Германа Хаталаевых. Мы сегодня здесь собрались по очень важному, на наш взгляд, событию. Мы хотим презентовать перед вами народную премию «Кюнкихте» в переводе «Человек солнца». И с вами, перед вами с приветственной речью выступят Павлов Александр Кириллович, генеральный директор ювелирного дома «Кеды», и Наговицына Галина Романовна, директор по развитию и совладелец портала Якутского. Просим любить и жаловать. Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня действительно необычный день. Вы, наверное, помните, лет 5 назад, благодаря якутским девушкам, которые были фанатами Леонардо Ди Каприо, и они собрали 1648 граммов серебра и 6 граммов золота для того, чтобы мы сделали модели нашего известного скульптора Николая Черчасова Оскар, якутский Оскар, «Эльдей, смотрящий в небо». И мы это сделали и вручили, передали мне. Вот. И Леонардо Ди Каприо после этого получил наконец-то на 5-й или 6-й раз Оскара настоящий. И вот недавно, вы знаете, брат и сестра Булгаевы впервые в истории Якутии были номинированы на Оскара. Вот. И, правда, они не получили, но и это очень большое достижение для нас, для маленького народа Саха. Вот. И поэтому вот появились мысли, чтобы сделать для них премию. И кто-то говорил опять сделать такого же Оскара, вот, но мы решили пойти дальше, и вместе вот Якутсго решили сделать вот видно, премию Кюнкихте, то есть «Человек солнца». И чтобы это не разовая премия была, а была постоянной, и ежегодно она была бы вручаться в декабре каждого года. Может в одном количестве, может 2, 3, даже 5. Вот. И главное, чтобы там мы решили не только якутян, но и россиян, и даже из других стран. Вот. И решили, что чтобы узнать, кто в этом году, например, достиг выдающихся успехов во всей сфере жизнедеятельности, во всех сферах жизнедеятельности человека, вот, мы сделаем опрос, ежегодно будем делать народный опрос, и по результатам этого опроса экспертная комиссия будет выбирать, кого можно присудить. Ну, возможно, еще будет там голосование и так далее, мы это еще до конца не решили, но я думаю, что выдающихся людей будет сразу видно. Вот таким образом, но премию мы хотим сделать вот в якутском стиле, вот, эскиз и саму статуэтку будет делать. Александр, все уже рассказали, вот дальше рассказывать нечего. Да, и наш мастер-ювелир, известный, молодой, но очень известный наш ювелир, который несколько раз занимал первые места и призовые места на международных выставках, конкурсах Джунвикс
это Владимир Шадрин. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы у нас сегодняшняя встреча прошла в такой неформальной обстановке. Во-первых, чтобы мы хотели бы узнать, как правильно сделать нашу статуэтку, чтобы и ученые, и народ вообще не критиковал и так далее, чтобы общий язык найти, чтобы соблюсти какие-то каноны и так далее. Поэтому сегодня, кто хочет выразить свое мнение, пожалуйста, без всяких таких моментов можно это говорить. И поэтому я думаю, что сегодня будет плодотворная работа именно по данному вопросу. Так, мне уже рассказать почти нечего, но скажу, что все началось, когда Арбугаевы наши не получили Оскаром, и народ Саха, так как мы смешники, мы все равно все смотрим, обязательно все у нас, как сказать, мы увидели, что люди очень хотят, чтобы их отметили, что наши ребята с Республики Саха-Якутия дошли до Оскара, дойти, это очень немалый путь, наверное, проделан. И с такой идеей я обратилась в торговый дом Кергас, пришла с горящими глазами, мы сели и придумали такую премию. Я чему очень рада. Вот тут, кстати, очень хорошие слова. В каждом человеке есть солнце, дайте только ему светить, Сократ. У каждого человека есть талант, каждый человек имеет свое солнышко внутри. Именно вот поэтому название такое, что это человек солнца. А так хотелось бы, чтобы у нас все получится, это будет ежегодная премия, и тут уже мы рассказали, что будет присуждаться как знак признания выдающихся достижений. Это награждение премии проводится ежегодно, в декабре месяце решили. Кстати, обладатель народной премии Кюнкевите получит статуэтку, изготовленную ювелирным домом Керке. Высота статуэтки 25 сантиметров, вес 350 грамм, материал статуэтки латунь и серебро. Вставки будут из фианита и бриллианта. Так что это будет не просто такое маленькое. Автор Владимир Шадрин, мы очень хотели, но он не смог присутствовать. На данный самое наше мы все-таки на данный момент готовится статуэтку в категории культура и креативная индустрия для Евгения и Максима Арбугаевых. Хотели бы это сказать, уже с ними разговаривали, с родителями разговаривали. И если получится сделать это к СЭХу, было бы очень отлично, если они приедут. Якутсго и Керке. Может, у кого какие слова, чем? Мы даже хотели, чтобы, предлагаем даже, чтобы эту премию вручал наш глава республики, чтобы придать большой статус. Я думаю, что эта премия будет популярной. Я думаю, что у нас много людей, которые могут иметь честь получить эту премию. Какие достижения не только культура и креативная индустрия, наука тоже, образование, все сферы. Все сферы. их несколько будет или Их несколько. Если, допустим, может быть так. Да, получается, мы задумываем так сделать, чтобы общественный опрос делаем, чтобы они нам, например, каких людей бы они хотели наградить. Далее предложения мы будем собирать, оттуда мы увидим, какие категории. А вы не думали о том, что народное голосование все-таки не совсем объективная вещь? Люди же очень активно... Нет, экспертное жюри будет. Их жюри все. Да. Да, я тоже считаю, что такое голосование не совсем объективно, поэтому больше прав дадим, наверное, экспертам. Но все равно люди смогут предложить свои кандидатуры. Да, обязательно.
Кого бы они хотели видеть награжденным данной премией? Кто достоин? Да. Да. Ну, может быть, герой своего разные, всякие бывают. А если Не только с республики, но и с России тоже. возрастные ограничения есть? Нету. Ну, что-то связанное с нами. Это, я считаю, что все-таки это будет рассматриваться в большинстве вклад в развитие Республики Саха. Но человек может проживать не обязательно на территории республики. Ну, человек года это только республики. И Мы хотим охватить все-таки вот людей не только проживающих в Республике Саха. А примерно, как думаете, сколько будет? Ну, мы уже посчитали там примерно, но максимально это Больше 3. это самое максимальное. Скорее всего, 3 на постоянный. Тогда какие-то конкретно области, Да, посмотрим. ну вот кто-нибудь подвиг совершит, например, кого-то спасет, ну так ярко, да? Можно этого человека. Кто-то, например, вот кто-то такая- олимпийским чемпионом вдруг станет. Вот. Его можно, да? Ну, Кто вот так вот. прославляет Да. нашу Якутию, продвигает? Мы привносим грамотное на развитие нашего общества. Таких же людей очень много. Не обязательно он может быть с России. Да? И замысел очень хороший. На самом деле, народная премия, да, то есть это не государственное, там, министерство или кто-нибудь еще Да. знает, а здесь люди будут сами инициировать, предлагать. Таких людей очень много на самом деле. Таких прям. Да. Да. Александр Кириллович, до свидания. Я его заменяю. Так, вот хотелось бы сказать, что действительно вот эта премия, она должна быть именно для таких людей, которые вот Арбугаева, допустим, они тихо, мирно, как они сделали вот это кино, как они прославляют Якутию не только у нас в республике, а по всему миру. И вообще есть некоторые люди, которые, допустим, в прошлом году, когда самолет, помните, где-то, и он взлетал и сел на аэропорт, который был уже давным-давно закрыт. И человек, который там жил, следил многие года, чистил вот эту взлетную полосу, и он, это же качество, это ответственность человека к своему труду, ответственность человека к своему делу. Правильно? И благодаря только ему вот этот самолет сел и не погибло столько людей, детей, матерей, отцов. Это же геройство, как вы думаете? И я думаю, что у нас вообще и в республике много таких людей, и в России много таких людей, выдающихся вообще. И я думаю, что такая награда именно народная. И, конечно, мы ее постараемся поднять на уровень высокой общественности и на уровень, может, нашей республики, может, потом дальше пойдем. Вот так вот. Кто хочет выступить? Мне Есть ли Галина дала пожалуйста? микрофон. Да. Ну, всегда есть мысли, уже как-то мысли свои сказал. Знаете, это история про то, как наш социум созидает, наше общество. Очень много интересных таких событий происходит, да, время от времени, что-то такое, чем мы можем восхищаться. Гордиться, да, действительно. И, на мой взгляд, это тоже показатель того, как люди, ответственные люди, которые что-то уже делают для республики, имеют свое окружение, видят других людей, и вы это инициировали. И знаете, вот, ну, я отметил, опять же, да, что это народная премия. И много различных там присуждается различных, как сказать, ну не то чтобы премия, а там знак, прочь, награды, да, там общественная палата, в которую я тоже вхожу, например, там тоже всегда вот,
Человек года. Да, ну народный дипломат. одних и тех же. А есть люди, которые не видны. Они среди нас, ну, их не видно в СМИ, ни где-то там еще, но тем не менее об их поступках знают, об их увлеченности, об их вкладе, их достижениях знают. И, на мой взгляд, вот таких и надо, в общем, смотреть, выбирать и присуждать такие премии. Спасибо. Сейчас мы посмотрим маленькое видео, которое мы сделали вообще буквально за очень короткое время. Так, и здесь должна быть барабанная дробь. Вот вы все посмотрели нашу статуэтку, которая будет Кюнкюхите. Можете сказать свое мнение по названию, по тому, как оно выглядит. Яна Угарова, пожалуйста. Яна Угарова у нас тоже присуждает премии «Золотая леди». Необыкновенно удивительный конкурс, который показывает людей, которые после 60 лет начинается новая жизнь, новая стадия жизни. И как люди креативны, и как они интересно живут. Спасибо большое, Галина Николаевна. Я не хочу закрывать замечательных ребят с моими любимыми Хатылаевыми, потому что я считаю, что они тоже күн народа. Вообще идея сама по себе прекрасна, вообще, да? Но сразу хочу сказать, положение надо, а это надо разрабатывать положение очень четкое, чтобы было понятно, да, кому, за что. И вот тут тоже надо определиться, все-таки незаметные люди, которые своим таким трудом там что-то делают, да, либо такие, как Максим с Женей, которые вот просто, я считаю, прославили Якутию на весь мир. Вообще они, конечно, невероятно крутые. Вот. Общественная премия «Якутянин года». Да, и ювелирная компания «Керга» была официальным партнером, за что им большое спасибо. Вот, ну, эта премия, ну, как бы общественная, все хорошо, да, но она как-то вот, как это называется, все когда-нибудь заканчивается, да, и приходит что-то новое. Очень мне нравится, кто придумал эскиз? Так, эскиз сделал Владимир Шадрин, это ювелир, мастер, дизайнер ювелирного дома Керга, который вообще победитель многих международных конкурсов ювелирных. Круто. Очень красивый эскиз, да, вот надо просто, как бы, мне кажется, четко разобраться с тем, кому все-таки вручать, потому что вот Галина Николаевна очень хорошо рассказала о человеке, который вот следил за этим старым аэродромом, да, а награды достались летчику, который посадил, да, и я даже помню, что когда премия «Якутянин года» была республиканского масштаба, вот этот вот летчик Новоселов, это летчик авиакомпании «Алросось», как сейчас помню, да, он стал якутянином года. А про этого даже никто и не вспомнил. Поэтому очень четко, вот прямо очень конкретизировать, вот. И, ну, что я хочу сказать, на самом деле, да, вот такие премии, они очень мотивируют, они стимулируют, они как бы помогают, способствуют тому, чтобы людям хотелось каких-то чего-то добиваться, вот. Ну, я не думаю, что люди делают подвиги, да, вот «Якутянин года» обычно получали те, кто там спас, у нас был спас 6 человек из горящей машины, потом мальчик Артем Хромов, который из воды там утопающих 3 человек спас, по-моему, да. Но вот все-таки действительно, наверное, нужны какие-то номинации, потому что спасти человека и что-то преуспеть в своем направлении деятельности, вот, например, как Евгения с Максимом, да, это совершенно разные вещи. Вот, и поэтому надо вот как-то это дело разграничить. Если это вот все
очень четко описать, я думаю, что вот у премии замечательное, блистательное будущее, и вы молодцы. Айта, ты придумала, да? Ты придумала? Молодец. Ну, в смысле, если она с идеей пришла, да, это замечательно. Я желаю, чтобы прям все было супер, чтобы это было очень престижно, и чтобы всем очень хотелось ее получить, и все ради этого занимались созидательным, замечательным трудом на благо нашей республики. Галина Николаевна, люблю вас. Спасибо. Так, и вот вообще этот год у нас год труда, да? И вообще вот наверняка все-таки труд, человек вот стал человеком благодаря труду. И труд, наверное, скорее всего, это будет как раз по результатам труда. Тот, кто вкладывает то, что в этот труд, свою душу, свое умение, свое знание, свое дело в труд. Так? Кто бы хотел еще что-то сказать? Я думаю, что Анна